Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Сотрудники МВД, полицейские опять стали вылавливать людей для того, чтобы пополнить бюджет штрафами. Под предлогом перехода улиц в неположенном месте они ловят людей на улицах городов и тут же буквально запихивают их в автобусы или машины, публично избивая возмущающихся. Сердар, почему нарушение правил перехода предусматривает насилие и оскорбление людей? Разве это достаточное основание для применения карательных мер, нарушения их права, чести и достоинства? Вам мало тех всех наворованных денег с туркменского государства? Вы продолжаете грабить народ каждый день, придумывая разные предлоги. 18 декабря вы задержали женщину в Туркменабаде Балтаева-Разугуль. Несмотря на ее просьбы, что она торопится и что она бежит домой к детям, вы все равно схватили ее и потащили в машину, сказав, что вы будете еще собирать таких же бессовестных людей, которые не понимают, где надо переходить дорогу. Пока она сидела в машине, настойчиво показывая вам лекарства для трехмесячного малыша, мать которого с переломом позвоночника вынуждена лежать, и объясняя вам извергам, что у нее дома маленький трехмесячный ребенок с 8-летней девочкой одни, вы притащили мужчину и стали его зверски избивать. Ты, Джумакулиев, такой смелый, да? Орал и обзывал взрослую, пожилую женщину, называя ее старая сука, ведьма. Я тебя избил бы, если бы ты не была баба. А кто тебе дал право так орать и обзывать ее? Ты думаешь, что у тебя есть на это полномочия только из-за того, что ты спрятан за погоны? Погоны вам не дают этих прав измываться над людьми, понятно? Вы не будете оскорблять и бить народ. И это касается и мужчин, и женщин. Сердар, ты что из себя возомнил со своим отцом? Что, на вас не найдется управа? Найдется. Люди, вы проходите через этот ужас уже давно, но каждый из вас думает, что пройдет и будет лучше. Не будет лучше. Я вам сейчас это говорю, и вы можете сказать: ой, сидит там в Европе, учит нас. Я не борец на расстоянии. Прежде чем я села тут и стала говорить вам это и бороться за вашу и нашу свободу, я со своей семьей сначала прошла там внутри страны, через весь этот ад, и я на собственной шкуре это все испытала. Я не убежала и не стала учить вас, как надо защищать свои права и что вы должны сделать. Я вам говорю и делюсь с вами моим опытом выживания в этой поганой диктатуре. Я никогда бы не стала убеждать людей в том, через что сама не прошла и не победила. А мы именно победили. Мы вышли оттуда и говорим вам. Я вам буду рассказывать, как мы боролись и смогли выжить. Когда посадили гильды, на наших руках было 100 голов лошадей, и их нужно было кормить. Летом в 2003 году наши кобылы паслись сзади дач. Кто знает, это Карадамак-Шор, напротив дачи. Там круг есть, и во времена Ниязова там поставили ГАИ. Вот когда я со своей младшей сестрой ехала проверить, где находится наш табун, нас остановил солдат. В будке сидели полицейские, человек 5, и солдаты при них. Солдат подошел, спросил права и техпаспорт. Сказал, чтобы я вышла. Я вышла, а он взял, залез в машину и вытащил ключи и стал уходить. Я стала кричать: ты куда пошел и по какому праву ты забрал ключи у нас? Пока я говорила, моя младшая сестра Диана выскочила и побежала за ним, выхватила у него палку и, как дала по башке ему этой палкой, выхватила у него ключи из рук и вернулась ко мне. Пока он там что-то мямлил, я стала орать на тех полицейских, которые сидели в будке и со смеху покатывались там. Я говорила: а по какому праву вы позволяете этот беспредел? Это что, нормально, чтобы вот так вот среди пустыни останавливать женщин, отбирать ключи? Это что такое? Старший из них сказал: ай, ладно, Гельнеджи, езжай. Он же не знает, что делает, он солдат.
Я сказала: и что, солдат, вы же старшие, стоите, и что вы ему это позволяете? Старший ответил: ай, это он так хотел, ну получил за это, больше так не будет. Я вам говорю, люди, этот беспредел должны остановить мы с вами. Мы не должны позволять с народом так обращаться. Тогда мы боролись с этой властью 1 на 1. Теперь все по-другому. За свои бесчинства и вседозволенность они будут отвечать. Будет отвечать эта семейка Бердымухамедова. Да-да, я вам говорю, что вы ответите за все слезы женщин и детей, которых вы мучаете. Придет это время, и мы спросим с вас все вместе. Люди, не бойтесь, боритесь и отстаивайте свои права. Народ имеет право. Халкın hakkı var. Adam yolu, adat yolu, aklına ne